Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра. У меня для вас прогноз на 5 июня. Это у нас пятница. Смотрим на колоде пасьянс. День у нас будет идти под влиянием аркана Мир. Поэтому пройдет он у нас с вами спокойно, мирно. Очень хорошо что-то заканчивать, доделывать, ставить точку, завершать. Да, вот как девочка на карте добегает до финиша. То есть выходить на финишную прямую очень хорошо в этот день. Ну, давайте смотреть, значит, что этот день перенесет каждому знаку зодиака. А также еще дальние путешествия хорошо по карте Мир. Куда-то летать, ездить, плавать и так далее. Смотрим. Овны, 5 июня, пятница. События дня. Как пройдет у Овнов этот день. Пятница как пройдет. Деньги выпадают у вас. Солнце, деньги и радость. Рядом. Корона. Весы. И сундук еще есть. Так, ну давайте смотреть горизонталь, вертикаль. Проверять еще. Не вижу. Получается 5 событий. Первое. Мешок с деньгами, но это чаще расходы, чем доход. Ну, а доходы тоже выпали. Сундук. Сундук — это деньги приходят, мешок — это деньги уходят. Поэтому деньги приходят и уходят. Солнце, радость. Ну, тут смотрите, траты, но, возможно, это какие-то приятные траты, так как солнце показывает, что хорошее настроение. Корона. Общение с влиятельным человеком. Возможно, это тот, кто вам будет, допустим, отдавать, да, эти деньги, передавать, выплачивать. И сложный выбор. Опять же, может быть, если вы будете что-то покупать, будет какой-то сложный выбор в этот день. Колебания, сомнения. Так что вот такие события для вас. То есть у вас пятница — это такой день, связанный с финансами. Благодарю за внимание, Овны. Переходим к Тельцам. Так, Тельцы. Смотрим. 5 июня. Июня, пятница, Тельцы, события дня. Покажите мне, что у Тельцов. Первое — замок. Первое событие. Цветок. Шарики. Так, сейчас смотрим, значит, еще есть подарочек по горизонтали. Свиток нельзя, корону можно, корону соединяем, машину тоже можно соединить. Здесь нет карты. Значит, смотрите, Тельцы, у вас в пятницу выпадает замок, откроется какая-то тайна, что-то интересное узнаете. Дальше будут хорошие новости, радостные. Подарок, ну, покупаете, либо, не знаю, там сами дарите, вам дарят, тут по-разному может проигрываться. Подарки, бонусы.
цветочек исполнения желания у вас будет, дорога может быть и общение с каким-то влиятельным человеком. Вот рядом ложится исполнение желания, рядом с этой короной. Возможно, вот какое-то, если у вас желание было, не знаю, там поговорить с начальником, да, там попросить повышения, там, не знаю, решить какой-то вопрос, то, возможно, вот как раз вот это желание исполнится, которое связано с каким-то влиятельным человеком. Ну, как вариант. Не обязательно, но как вариант. Видите, они вместе, когда выпадают вот так парочками, часто это об одном событии идет речь. Ну, вот у вас в целом день хороший. Благодарю за внимание, тельцы. Переходим к близнецам. Так, близнецы. 5 июня. О, полетели во все стороны. 5 июня, значит, пятница, события дня близнецы. Что у близнецов, как пройдет день, какие основные события будут, что их интересненького ждет, покажите мне. Угу. Так, смотрим. Дом первое. Якорь. Дома заякоритесь на целый день в пятницу. Шарики. Мечи. Первое негативное событие. Подкова. Бокал. Молния. Конфликт, гости. Гости, еще и бокал выпал. С гостями будете ругаться. Тайная встреча. Так. Горизонталь, вертикаль я не вижу совпадений. Получается, у вас много событий. Вот у меня карты падали, они когда падают, часто показывают, что или день такой суматошный, суетной, или какая-то поездка, или много событий. Ну вот у вас много событий совпало. Значит, смотрите, дом, домашние дела в этот день точно будут. Стирки, готовки, там, не знаю, допустим, если вы ждете гостей, там, готовитесь да, к приходу гостей. В общем, домашние дела, якорь. Причем по якорю долго. Это не то, что, да, там полчасика там выделили себе порядки, или нет. По якорю это долго. Вы долго будете заниматься домашними делами. Хорошие новости будут в этот день. Удача будет вам сопутствовать. Дальше застолье, гости, бокал, гости, тайная встреча, новость, которая может вас шокировать, будет в этот день. Молния, да, вот как гром среди ясного неба какая-то информация. И мечи — это ссора, скандал, выяснение отношений, споры, конфликт какой-то. Ну вот выпадает рядом с гостями. Возможно, если вы идете в гости, да, там поругаетесь, либо если к вам идут гости, вы ждете гостей, то вот что-то там будет, какие-то недопонимания. Опять же, тут рядом молния, тайная встреча, то есть, возможно, откроется какая-то тайна, и да, вот на фоне этого будут разборки. Ну, опять же, это мое предположение. Оно у вас может вообще каждое проиграться по-своему. Так что в целом много хороших событий. Много хороших, но есть вот одно предупреждение. Такая информация для вас. Также, значит, близнецы, у кого день рождения 5 июня, у вас весь год будет идти под влиянием аркана Мир. Да, вот от 5 июня этого года до 5 июня следующего года. Это год очень интересный. Год завершения большого цикла, год подведения итогов. То есть у вас начинается новый цикл в жизни. И вот вы стоите на пороге, да, как бы уже старая дверь закрылась, и новая только открывается, поэтому такие могут быть интересные события. Часто это у людей проигрывается как переезды, например, там, в другой город, в другую страну, переход на новую работу, переход в новые отношения. То есть это когда глобально, да, вот происходят какие-то перемены.
Поэтому так. Также, значит, близнецы, кто родился 6-7 июня, тоже давайте проговорим. Выходные будут, я не буду писать карты дня. Значит, кто родился 6, у вас будет 22-й аркан, это шут. Ну, он или 0, или 22-й. То есть у вас будет идти год под влиянием аркана шут. А те, кто родился 7, у вас будет идти уже аркан под влиянием карты маг. Маг и еще там иерофант, там 2 карты будут влиять. Ну, первая это, конечно, маг, основная. Поэтому вот те, кто родился 7 воскресенья, у вас уже начинается новый цикл, потому что маг это единица, все, мы начали, мы начинаем. У тех, кто родился 6, вы посерединке, у вас старый закончился, новый еще не начался, шут, обнуление, то есть произошло обнуление, вот я стою чистое поле, в чистом поле, да, и я пока еще вот выбираю. А вот тех, кто родился 5, у вас как раз заканчивается этот цикл. То есть вы еще в течение года как бы подтягиваете все эти хвосты. Поэтому вот такая вот тут история для вас. Ну, кому интересно, у меня есть видео «Карта года». Вот заходите на это видео, и там я все подробненько рассказываю, объясняю про каждую карту, про то, как считать. Вы можете вообще все там какие-то важные годы, там всю жизнь свою попересчитать, когда у вас были какие карты. И увидите, как это интересно работает и как это все совпадает. Я там даже примеры приводила на, по-моему, 3 человека, не помню сколько, 3 человека я брала и показывала, как это работает. Звезд. Так, ну смотрим дальше. Раки. 5 июня, пятница, раки. Покажите мне информацию для раков. Пятница, 5 число. Как для них пройдет пятница. Месяц у вас выпадает в пятницу. Дом нельзя, ножницы. Сундук. Ну, возможно, смотрите, события, которые происходят каждый месяц, связаны с деньгами. Поступления финансовые могут быть. Чашечка чая. Весы нельзя. Да, подсвечник еще есть. Ключ. Тут смотрите, это могла быть роза. Видите? Если вы увидели розу, проиграется свидание. Но я розу не увидела, я увидела ключ. Поэтому я оставляю его. Кто увидел вместе со мной ключ, у вас будет проигрываться ключ. Корона. Очень хорошо в этот день, знаете, что вам проводить какие-то важные переговоры, беседы, разговоры, контактировать с влиятельными людьми. Выпадает корона, ключ и ножницы. Так, здесь нет, значит, корона у нас всегда показывает общение с представителями закона, власти, с какими-то важными влиятельными людьми, статусными. Дальше месяц – это событие, которое повторяется, имеет цикличность в вашей жизни. Дальше решение вопроса, ножницы, отрезали и забыли. Ключ, опять же по ключу то же самое, у них похожее значение с ножницами. Ключ – это всегда найти ответ на сложный вопрос, открыть для себя какие-то новое видение, новые перспективы. Ключ еще может показывать открытие новых дверей. Ну и в принципе ключ говорит, все в твоих руках. Вот ты можешь в этот день сделать все, что ты захочешь. Финансовые поступления, сундук, гости, чаепитие. О, еще смотрите, еще и успех нашла. Лавровый венок. У вас в делах выпали 3 самых лучших карты. Вот он как раз лавровый венок. У нас карта мира, она отвечает за вот этот вот успех. Поэтому вот это основное событие, я бы даже так сказала. У вас будет успех в делах, ключ, да, подбирайте ключик и решаете вопрос. И, кстати, надежда, видите, рядом выпадает. То есть у вас есть надежда в пятницу на решение какого-то вопроса. И, скорее всего, что он точно будет решен. И будет решен успешно для вас. Ну и плюсиком тут еще гости есть.
Ну, гости не обязательно мы идем куда-то в гости. Гости могут приходить к нам. Мы можем просто там устраивать в пятницу какой-то там себе ужин. Да, вот и таким образом проигрывается эта чашечка. Так что так тоже может быть. Что-то вкусненькое себе приготовите. В общем, вот такие классные события. У вас шикарный день, раки, будет в пятницу. Одно событие лучше другого. Так, переходим дальше ко львам. Львы. 5 июня. События дня, львы. Угу. Замок. Расческу нельзя. Якорь нельзя. Так, и здесь у нас два события. Подарочек и венок лавровый. Смотрим горизонталь, вертикаль. Еще и надежда. Угу. Надежда на какой-то успех в делах. Ну, и скорее всего, что он будет, раз уже выпал. Успех. Бокал еще есть. Мероприятие, застолье. Ну, здесь не вижу. Получается, у вас 5 событий. В принципе, все события хорошие. Значит, первое мероприятие, застолье какое-то может быть. Дальше откроется тайная информация, то, чего вы не знали. Вас ждет какой-то подарочек, бонус, сюрприз. Успех будет в работе, в делах. И надежда на этот день. То есть вы возлагаете какие-то надежды, и они, скорее всего, будут реализованы через успех. Но я в начале видео говорила, вот когда идет влияние аркана мир, у нас очень успешно заканчиваются какие-то дела, задачи, там, проекты и так далее. Очень, поэтому вот классно на аркан мир именно ставить завершение чего-то. Например, там сдавать заказ какой-то, там, ну, вот, заканчивать, доделывать, ставить точку. И вот видите, карты показывают, у большинства знаков выпадает успех в делах и выпадают хорошие новости. Тоже у нас аркан мира, он отвечает за хорошие новости. Поэтому у кого-то хорошие новости, у кого-то завершение дел успешно. Вот такой замечательный день, львы. Благодарю за внимание и перехожу я к девам. Так, смотрим. Девы. 5 июня. Девы, пятница, 5 июня, события дня. Покажите мне основные события для дев. Маска у вас выпадает в пятницу. Яблоко, слезы. Флаг. Победа. Возможно, это могут быть и слезы радости от победы. Ой, неприятности. Лебедь, верность. Цветочек. Ну, видите, хорошие события тоже есть. Расстраиваться не надо.
Да, и подарочек вот есть. Так, значит, сейчас я посмотрю здесь еще. Мешок есть с деньгами. И здесь нет. Значит, смотрите, давайте по очереди, как выпадали. Первая выпала маска. Основное значение маски – это обман. Ну, то есть кто-то вас обманывает, надевает на себя маску, играет роли. Это там, не знаю, мошенники. Все сюда можно вот к этой маске притянуть. Но также маска, она еще может показывать, ну, по крайней мере, я замечала, что вот может быть такое значение, как маска, это когда мы, например, идем куда-то, там, кинотеатр, театр, на какое-то представление, где люди играют роли, да, и мы просто смотрим. Поэтому тут вот такой момент тоже может быть. Еще, кстати, маска может проигрываться как поход к косметологу, тоже может быть. Но так как у нас с вами выпало неприятности, слезы, то понятно, что одно из значений обман тоже может проигрываться, потому что на это есть другие указания, да, вот эта неприятность. Может быть неприятность, слезы. Дальше все события идут хорошие. Гармоничные отношения в паре, исполнение желания, какой-то подарочек, бонус, успехи в работе, в делах, победа даже, я бы сказала. По флажку мы, да, вот становимся победителем в какой-то ситуации. И деньги. Но по деньгам скорее расходы, чем доходы. Так что вот эти много хороших событий, ну вот неприятность какая-то одна может быть. Так что имейте это в виду. Благодарю за внимание и переходим к весам. Так, весы, пятница, 5 июня. Весы, 5 июня, события дня. Так, сердце, первое событие, весы. Расческа, ну это ужас. Неприятность. Ключ. Ножницы. Ну, два хороших события. Колокольчик. Тоже хорошее событие. Бокал. Тоже хорошо. Подкову нельзя. Деньги, мешок с деньгами, ключ. Смотрите, может быть какая-то важная ключевая покупка, оплата. Угу, вот она, рыба. Вот какая неприятность, рыба. Так, чемодан. Чемодан. Здесь книгу нельзя. И давайте еще смотреть. Лавровый венок нельзя. И здесь я не вижу. Получается, у вас из минуса выпала неприятность и рыба, скользкое дело. В этот день вокруг, да, вот вас могут крутиться мошенники-аферисты, втягивать вас в какие-то скользкие делишки. Либо это вы можете, кстати, тоже быть. Вы тоже можете кого-то куда-то втягивать. Но это, видите, опять же, карта говорит, создаст вам неприятности, поэтому лучше этим не заниматься. Дальше из хороших событий. Общение с друзьями, застолье, да, какая-то пирушка. Пустые разговоры, болтовня. Да, вот как раз бокал, разговоры, болтовня. Дальше ключ показывает какое-то что-то важное в этот день должно произойти, ключевое важное. Может появиться какая-то новая возможность, может решиться какой-то вопрос по ключу. В принципе, с застольем ключ может показывать важную дату какую-то. Дальше деньги, расходы, решение вопроса, ножницы.
И чемодан — временная разлука, расставание с кем-то, либо встреча после длительной разлуки. Вот, допустим, там к вам, да, вот на застолье вы куда-то едете, идете и, скажем так, видитесь с людьми, с которыми давно не виделись. Ну вот вам, пожалуйста, чемодан таким образом выпадает. Так что, в принципе, день хороший, за исключением только вот этой вот неприятности и скользких делишек и людишек. Вот это единственный такой минус. Так что будьте поаккуратней. Благодарю за внимание. Переходим к скорпионам. Так, скорпионы. 5 июня. Пятница. События дня — скорпионы. Смотрим, скорпиончики, пятница. О, шарики. Сердце. А, рыба еще вот была. Не увидела сразу. Колокольчик. Роза. Чемодан. Так, весы. Весы. Ну и здесь я не вижу. Значит, смотрите, что у нас с вами выходит на пятницу. Хорошие новости. То есть карта мир проигрывается через очень какие-то позитивные, радостные новости. Дальше скользкое дело, может быть, рыба. Ну, это когда кто-то нас втягивает в какие-то мутные истории, поэтому тут надо быть осторожными. Дальше. Еще, кстати, рыба проигрывается просто как морепродукты. Да, допустим, в этот день вы там готовите морепродукты, где-то там кушаете, ужинаете. И так тоже может быть. Дальше. Ну, основное значение — это, конечно, какие-то вот скользкие дела. Сложный выбор в этот день у вас может быть. Общение с друзьями, пустые разговоры, болтовня, ну, возможно, с друзьями. Приятная встреча, свидание и временная разлука, расставание с кем-то. Ну, опять же, да, вот с друзьями. Встретились, поболтали, расстались, может быть. Так что, видите, много хороших событий, новости, общение, приятные встречи. Вот единственное предупреждение — это рыба. Ну, будем надеяться, что она проиграется как морепродукты, а не скользкими делишками своими. Благодарю за внимание, скорпионы. Переходим к стрельцам. Ох, разлетелась, разбежалась. Все, как у меня. Стрельцы. Угу. Энергия пошла, не могу вообще их удержать. Кошмар. 5 июня, пятница, стрельцы. Покажите мне события дня. Что у стрельцов? Угу. Так, стрельцы, смотрим. Очень интересно. Что-то тут, какая-то бешеная энергия идет от карт. Интересно, что выпадет. Печаль. Первая, колодец. Сильные переживания.
Дорога, все-таки дорога. Вот оно дорогой проиграется у вас. Потому что это когда такая суматоха, суета. Ага, и тут рыба еще в дороге. Скользкое дело, скользкая дорога. Слушайте, может быть реально скользкая дорога. Потому что у меня вот карты, я не могла их поймать. Как будто бы реально не могу удержать. Знаете, вот как не можешь иногда удержать управление транспортным средством. Поэтому будьте очень осторожны за рулем в этот день. Маска. Обман, скользкое дело. Ну, у вас тут предупреждение. Как не выкручивай, как не крути. Бокал. Вместе с бокалом, в принципе, маска это может быть, не знаю, какое-то представление. Слезы. Солнце нельзя. Маска, сильные переживания, слезы. Может, на какое-то представление или в кино пойдете. И там будет какой-то очень такой душещипательный фильм. Так. Ну, горизонталь, вертикаль я не вижу. Цепь нельзя соединить. Значит, смотрите. Ну, у вас тут, конечно, не очень. Почему? Потому что раз, два, три, четыре. 4 выпали такие события, которые могут за собой нести негатив. Значит, первое. Колодец. Это сильные, глубокие переживания по колодцу идут. И тут уже как бы, ну, позитива никакого в колодце нет. Если, например, слезы могут быть там как радости, так и грусти, да, это 50 на 50, то в колодце тут как бы негативные эмоции. Без вариантов. Дальше дорога может быть в этот день. Скользкое дело, какие-то мутненькие истории, поэтому вам надо быть очень осторожными. Обман. Это вот и есть скользкое дело, когда человек одевает на себя маску, обманывает и втягивает вас в какую-то такую опасную историю. Поэтому будьте осторожны. Слезы. Ну, слезы это, вот, скорее всего, будет связано с этими переживаниями. И бокал застолья. Скорее всего, после вот этого дня с этими рыбами, масками, да, вот захочется немножко расслабиться по бокалу. Так что вот у вас предупреждение. Ничего я тут не могу с этим поделать. В пятницу вам надо быть осторожным, потому что вас могут серьезно обмануть, обвести вокруг пальца. Причем сделать это очень легко по рыбе, да, вот так раз, и все, и вы уже, как говорят, облапошены. Так что будьте осторожны. Благодарю за внимание. Перехожу к козерожкам. 5 июня, Козероги, пятница, события дня. Как пройдет день для козерогов? Покажите мне, пожалуйста. Угу. У вас проигрывается карта «Мир» хорошими новостями. О, сундучок, отлично. Будильник и якорь. Будильник и якорь. Время останавливается. Ну, будет ощущение, что время остановилось, я бы так сказала. Еще и мешок с деньгами. И сундук, и мешок выпал по финансам. Так, ну поехали, смотрим. Значит, здесь нет. И корона еще есть. Получается, козерожки, у вас в пятницу хорошие новости вас ждут. Будет прибыль, финансовые поступления, деньги, но тут скорее расходы, да, то есть будут и доходы, и расходы. Общение с влиятельным человеком. Возможно, на определенное время будет встреча. Будильник говорит о том, что этот день у нас распланирован по часам, по времени.
И якорь показывает, что, возможно, будет где-то какая-то заминка по времени. Допустим, там вы должны были там пробыть час, а пробудете 3 часа. Да, из-за этого может сбиться вообще весь ваш там, не знаю, план на день. Поэтому вот со временем будьте осторожны, внимательны и давайте себе больше запасы какие-то, чтобы у вас были люфты, вы могли там переносить, допустим, какие-то встречи и так далее. Поэтому, то есть, если выпадает якорь рядом, да, с будильником, или еще может быть этот корабль, тоже это как бы ожидание, остановка, то есть оно показывает, что время затягивается. Так что вот такие события для вас. Ну, зато из плюсиков это новости классные и деньги. Здесь вот это плюсы. Время минус, а деньги и новости это плюс. Благодарю за внимание. Переходим к водолеям. 5 июня, водолеи. События дня. Угу, первое яблоко. Чашка чая. Так, смотрим горизонталь, вертикаль. Что я у вас тут ничего не вижу. И горизонталь, вертикаль не вижу. Получается, нашла только 2 события. Много выпали по диагонали, да, то есть как бы сместились на карточку. Много событий. Значит, получается 2 события. Гости в этот день. Это, опять же, вы можете пойти в гости, могут к вам прийти в гости. И слезы. Ну, не знаю, мне кажется, что это могут быть какие-то просто эмоции, слезы радости. Потому что если бы здесь было что-то негативное, да, допустим, слезы, были бы печали, то нам бы что-то показали, из-за чего это. А так, я не вижу здесь повода. Возможно, просто вот с гостями будет весело, как вариант. Еще, кстати, яблоко – это искушение. Оно иногда проигрывается как соблазн, искушение. Допустим, там в гостях что-то будет, не знаю, там очень вкусненькое. Вы там, то, что вы не кушаете, вот прям не удержитесь. Может так проиграться еще. В общем, вот такой вот день. Ничего тут интересненького не выпало для вас. Благодарю за внимание и переходим к рыбкам. Рыбы. 5 июня. События дня, рыбы. Так, смотрим рыбки. Угу, шарики. Вот, но сегодня шарики выпали, наверное, больше, чем половине знаков. Это вот как раз одно из значений аркана мир. Хорошие новости, позитивные. Слезы. Но это могут быть слезы радости. Дом. Тайная встреча, 2 кольца.
свиток. Ключ. Ну, здесь нет. Значит, смотрите. Первое событие, у вас выпали шарики. Это хорошие новости. В этот день вы получите позитивные слезы, могут быть. Какие-то события дома, домашние дела, связанные с бытом. Деловая встреча, тайная встреча. В этот день, возможно, эта деловая будет тайной. Никому не скажете. И ключ показывает, что в этот день все будет так, как вы себе захотите, запланируете. То есть в этот день все в ваших руках. Мы, как, знаете, Макс, волшебная палочка. Вот все, чего мы захотим, все у нас, да, вот будет и получится, если выпадает ключ. Особенно вот хорошо, если выпадает деловая встреча, там рабочий разговор, корона выпадает и ключ. То есть это говорит о том, что все вот эти дела, они для нас решаются с наилучшим результатом. Мы находим ответы на сложные вопросы по ключу. Понимаете? То есть подбираем ключик к сложному замочку. Так что, ну, вот такие события. Поэтому я думаю, что даже вот эти слезы, что у вас выпали, они больше будут нести какой-то позитивный характер, потому что мы не видим негативных событий здесь. Вот такая информация для вас, рыбки. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.